Езжу на раскоксованном субсиде. Подрывает вообще нормально. Машина бодрая идет вообще. Ну и как бы единственный минус раскоксовки демиксидом — это то, что воняет потом долго. Сейчас недели две буду ездить, этот запах вонючий вообще мне не нравится. Гринолом надо, конечно, работать, потому что он не такой вонючий. А так, в принципе, эффект обалденный просто. Тачка просто едет по-другому, двигатель работает по-другому. Так и есть эффект. Причем этот двигатель практически зеркало мертвый. Ну, как мертвый. Фанинговки не имеет, но компрессия есть. А это самое главное. Ну и масло, чтоб не жрал. Масло уже не будет жрать так сильно. Поэтому я этот движок по MaxB туда катаю, пока он совсем не крякнет. А сколько это будет длиться, это очень долго. Можно 2 движка еще купить за это время, накопить на движки. Вот и все. Так что, ребята, есть смысл в раскоксовке. Это круто. Но очень вредно. Если сами будете раскоксовывать, это очень вредный процесс. Будете дышать этим демиксидом, потом ездить дышать немножко придется. Есть свои нюансы. Вот, ребята, еду в автосалон тачки. Хочу посмотреть, что там есть, какие автомобили. Может, обзор поснимаю сейчас на какой-нибудь. Такие вот тут автомобили есть. Это тут премиальный класс получается. Джипы 4990. Какой год? 2015 год. Пробег 247 тысяч. Двигатель 4.6, 309 лошадиных сил, бензинка. Вот такой 200-ик стоит. Прикольный. Прадик стоит черный. 4 миллиона 249 тысяч. 18 год, 66 тысяч пробег. Комплектация А2.7, 163 лошадки. Но для этих тачек, что-то говорят, 2.7 мало. Не хватает для него двигателя. Берут все в дизеля 3-литровые, кто хочет топнуть. Но с дизелем тоже не очень-то и прикольно, потому что там уже есть система AdBlue. Есть уже сажевый фильтр и все такое. То есть двигателя очень надо обслуживать. Ну а так тачка такая прикольная. Ну 2.7 с ним проще, его обслуживать попроще будет. 18 год. Да. Здесь у него комплектация уже кругового обзора камеры нету, обычная, потому что есть вот это вот зеркало. Ну а так обвес моделиста у него стоит прикольно. Вот такой прадик есть. Что еще у нас тут есть? О, еще прадики пошли. Еще прадик 6 миллионов 730 тысяч. Это у нас 2023 год, новый практически. Пробег вообще минимальный, 7950. Интересно, есть скрученный, нет? 2.7, 163. Комплектация тоже не очень, бедная. Тоже бензинка 2.7. Здесь у нас на весе моделиста прадик стоит. 5 миллионов 180 тысяч, пробег 40 тысяч, 50, 2019 год. Тоже комплектация бедная. Ну, нету кругового обзора, не максимально. Пневмоподвески нету. Обычный. Ну, такой бежевый салончик, аккуратный, конечно. Да, крутые аппараты. Все равно аппараты крутые. Даже если у него нету кругового обзора и комплектация победнее, он зато надежный. У него есть надежность. Кому не нужны понты, вот такая вот тачка сама то. Вот. Тут что у нас? 200-ик стоит. Ну, 200-ик можно взять уже, считай, не прадик, уже помощнее.
но уже год, 2008 год. Вот, кто хочет себе 2008 год постарше машину, но она надежная. Даже 2008, если в хорошем состоянии будет, то будет четко. Соточка стоит. Соточка 2 миллиона 340. Охренеть, дожили мы, ребята. 2 миллиона 340 соточка стоит, 2007 год. Но это одни из последних, в принципе, 2007 год. Это последний из Могикан, это уже были. Ну а что, вот такую машину я бы взял бы на самом деле. Это надежность, это рама. Состояние у него довольно-таки неплохое видно. Весь отпидоренный. Рестайлинг. Тоже тут есть у него такие пороги клевые. А вон еще один красавчик стоит. Прадик 5 миллионов 130 тысяч. 2018 год. Можно, конечно, в Приморье купить автомобиль за такие же деньги практически. Ну, тачки накручивают где-то 1200, наверное, 300, я так думаю. В принципе, за все услуги, за простое, это тоже деньги надо платить. Это нормально, это бизнес. Так вот. Вот еще одна соточка стоит. 2 миллиона 270 тысяч. 2003 год. О, ну это я считаю дорого. Это считай до рестайлинговая модель. Состояние. Не сказал бы, что чересчур крутое. Есть нюансы по кузовщине. За такие деньги я бы его не взял бы точно. За 2 миллиона можно его еще взять. 1 800 000, 1 900 000. Еще куда не шло. Паджерик есть 4,70. 2021 год. Да, прикольно. Ну, в общем, вот такие машинки стоят, ребят. Что, идем еще на следующую парковочку. Посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, а это моя мечта на самом деле. Это автомобиль, которым я мечтаю. Вот реально мне другая машина не нужна. Вот я бы вот эту взял бы. Молодежная, красивая. Это предел мечтания на самом деле, конечно, до нее расти и расти. Ну а так, почему бы я не стал бы сотку брать? А мне вот этой достаточно. Я езжу город, передвигаюсь, в принципе, по трассе езжу. Жрет меньше, налог поменьше будет все равно. Хотя у него нормальный такой. Мощность у него 300 лошадиных сил. Пробег очень даже большой будет. О, этот налог будет большой. 3,5 пушка. 2021 год. 7 миллионов 950. Ну это предел мечтаний, реально. Я бы никакого китайца бы брать бы не стал бы за ты. Я бы взял бы вот такого Лексуса. Цвет, правда, на любителя. Я люблю белый либо черный. Ну так, в принципе, тоже серьезный цвет такой. Он не сказать, что он какой-то серый машина, он такой, какой-то космический цвет, красивый. Короче, нормально. Да, пробега у него 25 600 пробег. Бабосов стоит немерено, конечно. Да. Что здесь у нас? Вот такие машинки есть тоже. Можно, в принципе, такой автомобиль позволить. Любой может, любая семья. Лазить. Кто рыбак, кто охотник, в принципе, даже на рыбалочку куда-то съездить, на зимнюю вообще. Вариант обалденный просто. Toyota Rush. Ну, он же есть Daihatsu еще. Дайхатсики тоже есть такие. Сичер, молодежный автомобиль, гибридный. Красавчик. Ну, смотрится он, конечно, поинтереснее, наверное, чем Везель все-таки. Морда у него интереснее, Toyota. Ну, есть свои нюансы. Что-то не продается, что ли? Нету что-то у него ценника, нифига. Вот аппарат. Тоже классный. 3 миллиона 980.
Вообще красавец. Почти 4 ляма. 19 год. Вариатор. 2 литра. 171 лошадиная сила. Да, вот эта тачка, ё-моё. Камеры кругового обзора. Комплектация. Панорамный люк есть, по-моему. Да, панорама. Так вот. Красавец, что сказать-то можно. Интересно открыть. Открыть нельзя. Жалко, посидеть в них нельзя. Вот почему не сделают? Можно было бы посидеть. Ну, замарает, потому что каждый начнет лазить в машину, сидеть. Это понятное дело. Так, а это у нас что такое? Toyota RAV4. 1 625 000. 11 год. Тоже, в принципе, машинку может себе каждый позволить. В кредит даже такую взять. Здесь что у нас? Еще один равчик. Еще один равчик. 3 580 000. 2019 год. 45 000 пробега. Красавец. Здесь что у нас тоже? Хайсик. О, вот это рабочий автомобиль. Но это нашим таксистам, кто в Якутию гоняет. Круто будет. Они у нас умеют. Нагружают его свыше крыши. Второй хайс могут привезти, тележку еще. Вообще. Это тачка бомба. Вот эта пушка. Тоже гибрид. Красавица. Это аккордик. Есть CR6, CR7, CR8, по-моему, есть у них кузова. Очень мощный автомобиль. По всем параметрам, в принципе, он даже делает Кроуна. Я имею в виду по ходовым своим параметрам. Он быстрее выстрелит, такая тачка, со старта. Да и уйдет, наверное, от Кроуна, скорее всего. Мультируль полный. Ну, комплектация хорошая довольно-таки. Сколько цена, не знаю, что-то не поставили ценник. Не успели, походу. Здесь у нас что такое? Альфард. 3 839 000. 2017 год. Пробег 138 500. Вариатор. 2.5. 182 лошадиные силы. Это уже Wildfire. 15 год. 165 000 пробег. 2.5. 152 лошадиные силы. 3805. Красавец. Тут люк есть. Здесь бежевый салон какой-то. Велюр, походу. Велюр. Да, красавцы, конечно. Ну, с фарами немножко по дизайну, мне кажется, переборщили. Мне не нравится вот этот вырез. На любителя, короче. И волны вот эти. Мне вот тоже не особо в этом микроавтобусе нравится, что у него такой скат круглый. На какую-то яхту похоже, короче. Как будто бы вот так вот спуск идет горкой. Ну, прикольная машина все равно. Зато оснащение у нее просто бомба. Это гибрид E4. Это обычный, я так понял. E4 это значит электронный привод. Полный привод. Ну что, дальше пойдем посмотрим стояночку. Что у них еще есть? Ух ты, китайцы пошли. Это у нас танк 300, ребята. Давно хотел его рядышком посмотреть. Вот, хорошо, хоть тачки есть, можно посмотреть такие машины. И никто тебе не скажет, что ты мою машину смотришь. Вот. Подходишь, даже потрогать можно. Ух ты, какой селектор у него интересный, прикольный. Как джойстик на каком-то PlayStation. Интересный автомобиль. Китайцы, конечно, ё-моё. Они начали делать вещи. Дефлектор какой интересный сделан. Строчка, все под кожу. Не знаю, камера не передаст, наверное. Ну, все отсвечивает. Ну, вот так вот как-то хотя бы покажу.
примерно. Ну круто, конечно, тачка бомба. Почему он получается Прадику, скорее всего, он какой-то конкурент. Но УАЗику он совсем не конкурент, он круче УАЗика будет намного в 100 раз. Да и тачка эта очень сильно проходимая, по сути это джип. Что там у него интересно есть? Мосты. Мосты есть у него, защита все четко сделана вообще. Защищен бомбически. Обдовка интересно какая у него. Обдовка у него. Тут тоже все в броне. Рычаги мощные. Здесь у него шаровая. Шаровая вниз стоит, очень даже надежно. Не вылетит. Не должна вылететь, по идее. Да, машина бомба. Ну вот опять Lexus. 3300 он стоит, NX уже. 16 год, 90 тысяч пробега. 3300. Цвет, конечно, на любителя. Такой. Женам можете себе такой купить, кто женатый. Вот. Ну или девушка может себе позволить купить такой автомобиль. Цвет будет выделяться с потока. Будут все смотреть. Так вот, круто это, конечно. Но это уже старенький Lexus. Они уже не очень интересные стали. Не знаю, по мне так они уже устарели. Когда-то был крутой автомобиль, конечно, вообще жестко. Все за ними как бы гонялись. Да и можно было купить его, позволить. Раньше попроще все его было, можно было купить. 1 536 000. Какой пробег? 191 тысяча. 2008 год. Здесь у нас что? 2004 год, 215 пробег, 1 447 000. Ух ты, еще один Lexus. Еще один Lexus, 2 969 000. 2019 год, пробег 101 тысяча. Так, Qashqai. Любителям Qashqai. Не знаю, мне Nissan не заходит, но Nissan технологичный, конечно. Но проблематичные они машинки, конечно, с ними проблем хватает. Не знаю, в принципе мы Nissan будем демонтировать, наверное, скоро учиться. Разбираться с этими электронными всеми ихними бедами. Есть, в принципе, у нас в Якутске кто Nissan походу делает, но это обычно мастеровые гаражного типа. Кто-то их знает немножко. В принципе, она не такая сложная машина, по идее. Электроники немножко поболяю, и все. С китайцами будет потяжелее скоро. Китайцы это... Диагностического на него нету нифига. Ух ты, хорек. 3 220 000. 18 год, 57 800. 2 литра, 151 лошадка. Комплектация у него не бедная. Коричневый салон. Интересный даже очень автомобиль. Ну, обвеса нету, моделисты. Состояние такое прикольное вообще. 3 220 000. Не гибрид обычный. Ух ты, камбриушка. Вот я тебя и нашел. Камри 2015 год. 55-я, по-моему, будка. 193 000 пробег у нее. Такой черный красавец. Что по комплектации? Левый руль. Левый руль. Потом этот, как его, перфорированная кожа. Перфорация есть. То есть вентиляция. Хороший аппарат, слушайте, вообще красавец. Такую машинку взять. Вообще бомба. Что-то немножко пыль села неровно.
Красивая Камри, я бы сказал. Ну, без лишних наворотов, конечно. Литье обычное. Все по стоку, по заводу. Некоторые любят по заводу. Я не очень. Я люблю, чтобы был тюнинг какой-нибудь. Ну, эти машины мне не интересны особо. Ну, кому-то интересно, вот посмотрите, 662 тысячи километров. 1000 стоит. 160 пробег. 2000 год. Кому-нибудь пойдет под тачку, в принципе. О, Ниву пригнали. Нифига прикол. Это да. Ну, вот такой машина. Это у нас Гретта, по-моему. Кретта. Довольно-таки, кстати, надежный автомобиль Крета. Очень удобное у него капотное пространство. Там можно обслуживать его, и дроссель почистить, и свечки. Чего угодно можно и обслуживать вообще. Куда можно с головой залезть. И оттуда вот через низ выйти, короче. Потому что очень удобно. Места очень много. Ну так, в принципе. Обычные вариаторы у них, автомобильчики эти простые самые. Ничего такого сложного в нем нету тоже. Ходовка крепкая довольно-таки. Был у нас на обслуживании Крета. Нормальная машина. Так, что у нас тут еще есть? Ух ты. Ой, УАЗика пригнали, ничего себе. Ух ты, интересный автомобиль. Это что такое? На тюнинге маленько он есть, у него тюнинг. Ярис, елки-палки, я точно вспомнил, Ярис. Блин, стильно смотрится вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярис стильный, красавчик. Экономичная машинка. Девочки какой-нибудь пойдет спокойно даже. Вообще красавица, ё-моё. Так, что еще есть у нас? Ценника что-то не вижу на Ярис. Интересно было бы посмотреть, сколько он стоит. Ну ладно. Что у нас Нива-то стоит? Ну-ка посмотрим. Вот он, танк 300 отечественного производства. Ну хрен его знает. Не буду смеяться над этими автомобилями, но когда-нибудь научитесь уже делать, что ли, российский автопром. Вот сколько ее выпустили в 70-х годах, она вот такая вот и есть. Ну, блин, машина все равно имеет значение. То есть человек может купить рыбачок какой-нибудь, дедушка, дядька, которому не нужно лишние проблемы с этими сервисами, которые можно сделать ее на коленке, в принципе, в гараже собрать ее. Вот для таким людям в деревне нужна такая машина, потому что, в принципе, зачем сложности? Запчастей на него можно набрать, чтобы всегда как лежали как на складе, и все. И, в принципе, функцию свою выполняет, колеса крутятся. 736 тысяч это чудо стоит. 2018 год, 22 500 пробега, механика. 83 лошадиных силы. Налог вообще будете минимальный платить за такой автомобиль. Ну, состояние неплохое, кстати. О, моя тема пошла. Визеля. Каждый день мы с вами мучаемся. Ну как мучаемся? Обслуживаем. Я бы не сказал бы, что машина как бы капризная, что ли. В принципе, ну как бы ее надо обслуживать, уметь. Вот это автомобиль для ценителей, именно для тех, кто умеет ими пользоваться. Хондоводы — это отдельная каста. Не зря эти машины любят, есть этому свое значение. Они интересные тачки. Она хорошо экономит бензин, она комфортная. И еще у нее нету конкурентов по цене. Цена-качество, понимаете? То есть, что брать? Вот 700 тысяч Нива стоит. Вот она Нива. И вот это стоит. Сколько она у нас стоит? Ну, 1 миллион с копейкой он стоит. Тут что-то ценника нет. О, есть. 2 миллиона. 2 миллиона 10 тысяч рублей она стоит. 2015 год. 89 466 пробега. Так у нее уже есть подрулевые лепестки. У нее есть подогревы. У нее есть комфорт. У нее кожаные бывают сиденья. Тут есть практически все, что надо для
женщины, для бизнесмена какого-то суетнуться. Вон какие сидушки красивые. Ну, эти автомобили вы не понаслышке знаете, мы их обслуживаем почти каждый день. Единственная у него болезнь — это выжимной механизм, и все. Его надо обслуживать на 100 тысячах километрах, перемазывать подшипник, либо потом уже, если он вышел из строя, ставить какой-то аналог. Либо оригинал, конечно, можно поставить, но он очень дорого стоит для богатых людей, наверное, скорее всего. Либо для ценителей Хонды. Вот. Ну, зато вот есть сравнение. Вот эта машина и вот эта машина. Они рядом даже стоят. Удобно сегодня, чтобы я мог это сказать. Так вот, все в принципе. Дальше у нас что? У нас УАЗик идет. УАЗик. Тоже машина деревенская. Газ можно поставить. Обслуживается удобно, в принципе, тоже. Все запчасти есть на них. Для рыбака, охотника машина. Что, только его осматриваешь, да? Диагностику делаешь? Что, как машина? Была бы на автомате, была бы прекрасная. Да? А так механика, Ну, как-то кому-то же знаешь. это и надо. Да, кому-то. В деревню это сама та машина, по идее, да? Вон смотри, у него даже кнопки, здесь еще на кнопочках. Даже кондиционер есть. Кондиционер есть. Подогревы есть на этой модели? Да, есть. Они же так-то есть. И руля тоже есть. Чем диагностику делаешь? Сейчас надо аккумулятор здесь поменять. Севший, да? Где-то на зарядку поставить, да. Плохо маслает. Не, он просто стоял, видимо, да. У них же пока там предпродажная подготовка. Ну да. Патрубки тюнингованные стоят какие-то. Помыли его, отпидорили, да? Удобно обслуживается. Катушки, вот они, свечи, пожалуйста, достал. Дроссель почистить, пожалуйста. Все удобно. Главное то, что пространства много. Много, да. Газ, на нем газа нет? Нету. Вот это хорошо на самом деле. Я не за газ. Газ все равно. Ну, кто-то говорит за газ, кто-то не за газ. Я газ не поддерживаю. Я ездил, у меня были машины на газу. Мне не понравилось, честно. Машина по-другому едет, что ли. На бензин переключаешь, она начинает топить как... А? Да, есть такое. Есть такое, да. Зимой, опять же, да, тяга пропадает, когда там же надо его подогревать. Я даже шапку одевал на этот, как его, на редуктор, чтобы теплый был всегда. Ну, есть свои нюансы. Не помогаешь ты? Да, помогает. Шапку ложишь, и все, он теплее, и машина начинает лучше ехать. Газ сразу начинает греться, прогреваться лучше. А когда он холодный, он плохо. Я за газ ничего сказать не могу, у меня газа не было. Ну, газ это экономично. А сейчас тем более дотации сделали, то что налог в 2 раза дешевле, это подкупает людей очень сильно. Но тоже превращается машина в сервисную, когда газ ставишь. Ты постоянно будешь ездить на сервисе и постоянно что-то делать. Вот. Это тоже денежка. Поэтому как бы вытягивает деньги. Это все равно, что гибридный автомобиль в принципе. Гибридный автомобиль, он вроде бы экономит деньги с одной стороны, а с другой стороны вы приезжаете на сервисы, чтобы мы это дело обслуживали постоянно. И то есть, ну все равно экономии больше. Считали всю эту математику, экономику, экономии больше получается, чем тратишь. На бензин сильно экономишь. Ну ладно, что, дальше посмотрим. Тут обычные машинки. О, Prius, тоже наш клиент. 30-ник, 1 227 000. Чё, какой год? 12-й год, довольно-таки, ну, не старый, 260 пробега, много пробега, конечно. 260, дофига пробега. Не помню, приезжал он ко мне, нет, батарейку я, наверное, скорее всего, у него проверял. По-моему, был. Ну, если я проверил батарейку, значит, батарейка более живая. Живая батарейка. Так вот, Фит. Пятяра тоже вещь. Машина тоже либо для девушки, либо для молодого человека. Что у нас на обычном вариаторе? Вот машина, которая башку не будет, так сказать. Вы не будете думать об роботе постоянно, о выжимном подшипнике. Купили вариатор и забыли. Ну, вариаторы тоже будут ломаться когда-нибудь, но как бы механика, она
сама коробка вроде бы надежнее сделана. Она никогда, наверное, и не ломаться-то особо не будет. Вот, но у нее там вилка выжимная ломается. Вот, бачки просаживаются, бывает, и что еще? Ну и все. А так, и выжимное сцепление постоянно ломается на роботизированных, на гибридах. А здесь получается вариатор и все. И обычный моторчик. В принципе, экономит бензин тоже нормально она, но жрет больше, чем гибрид, конечно, явно. Так что вот такие, ребята, дела. Короче, интересный у них очень, у тачек, контингент автомобилей разношерстный абсолютно. Вы можете машину подобрать для каждого случая себе. Даже европеец есть. Вот, кто любитель европейцев, это Audi у нас получается. 1,5 миллиона стоит она. 2011 год, 52 тысячи, 100 километров, 160 лошадиных сил. Жесткий седан. Вот автомобиль Fielder стоит. Corolla Fielder, вариатор. 1 392 000. 2017 год, 168 пробега. Цвет очень интересный. Морская волна. Цвет. Красавец вообще. На обычном вариаторе, по-моему, не гибрид это. Да, гибридного шильдика нету у него. В принципе, тачка такая прикольная, надежная. Ну и багажник большой. Кому-то что-то возить, такая машина вполне пойдет. Что у нас тут еще есть? Kia. Ну это корейский автомобиль. Ничего о нем сказать по надежности не могу. Нам такие не заезжали еще особо. Hyundai только заезжал. Крета. 3 274 000 километров, 22 год, 6 пробегов всего. Новый автомобиль. 2004. 2,4 объем. Мощный автомобиль довольно-таки. Что хорошо, что корейцы начиняют свои машины полностью от и до. У них и качество лучше, чем у китайцев. По коже, по перфорированная, вот у него кожа тоже, вентиляция. По системам, скорее всего, навороченный автомобиль. Смотрится довольно-таки интересно, серьезно. Это Sportage. Sportage у нас в 90-х годах еще выпускали. Всегда был автомобиль премиального типа класса, что ли. Раньше денег диких стоили вообще Sportage тоже. Но это уже новый уровень. Современный автомобиль. Тоже классный. Хорошая тачка. О, Нива опять. Опять для рыбака, охотника машина. Вот Sportage. Это специально, наверное, поставили, я так думаю. Выбирайте, типа, вот, хотите Sportage и посмотрите на наше российское отечественное производство. То есть, в принципе, аналог, но разница великая вообще. На любой кошелек. Вот хочешь, денег нету, купи Ниву. Здесь у нас Kia. Но Honda Fit Shuttle. Ну, не, скажем так, гость к нам такой заезжает частенечко бывает. Гибридный автомобиль. Есть гибриды, есть не гибриды. Но это вариатор GP2. 12 год. 128 пробега. Не гибрид. Гибрид. Ямашка стоит на нем. Гибрид. Вот. Нормальная тачка. Вот гибрид. Хорошая машина, кстати, очень надежная. Двигатель надежный. Единственный косяк, что 8 свечей на ней стоит. Зажигание. Если обслуживать свечки, очень дорого по карману бьет. Свеча от 2500 начинается, если оригинал брать. И представьте, 8 свечей по 2500, это стоит так дорого. Плюс работа. Батарейка на них сверхнадежная. Стоит на ней литий. Вот. Литий-ионные батарейки. Машина подобна Инсайту. Какая там еще машина бывает? Обычный Fit тех годов.
Fit Shuttle, это в принципе Insight, это все одно и то же, в принципе разное, только у него кузова и все. Вот. На этих машинах тоже есть обновление по прошивкам, в принципе, надо их обновлять. Потом что еще? Обслуживание, свечки меняются, регулируются клапана, также что там еще, какое можно обслуживание, дроссель постоянно надо тоже чистить, по ХДСке бывает показывает. Ну, ничего такого серьезного тут делать не надо, все мелочевые в принципе затраты, не такие большие, как на современных уже более шаттлах, фитах и всех автомобилях, которые идут уже от 2014 годов. На них затрат будет побольше по гибридам. Но и экономят они больше бензина. И это полугибридом считается. Почему? Потому что система ЭМА устроена таким образом, что она отключать умеет мотор на перекрестках. У нее система старт-стоп есть. Также у него двигатель работает, электродвигатель работает как вспомогатель. Он просто помогает, всегда мотор работает, но он ему помогает подталкивать. То есть не так сильно напрягается, за счет этого экономит бензин. Что не можно сказать про шаттлы уже 2014 годов, там уже роботизированная коробка идет. Он бывает как полноценный гибрид, как Prius, он отключается, потом заряжается батарейка и начинает опять его в принципе заряжать. Вот так вот это все устроено. Вот, то есть экономия по бензу больше идет, но экономия по затрат по сервису больше получается. Тут спорно получается, что вы себе рассматриваете. Но я могу сказать, что шаттлы современные, они более технологичные, они более динамичные. Динамика у них бешеная просто. Prius порвет точно. Что еще? Вместительный автомобиль. По деньгам он стоит дешевле, чем Prius 30-й подержанный. То есть шаттлы начинаются от 1 100 000. Prius 2015 год, 1 448 000, пробег 171. Да, тоже серьезная цена для такого Prius. Kia, Hyundai, Greta опять, Виши. Вот Виш, кстати, интересный автомобиль, конкурент Toyota Alpha, минивэн, в принципе, в чем-то он конкурент. Жрет дофига, система стоит, вальвы матика на нем, постоянно мозги полоскает, причем не ремонтируется толком. Блок стоит от 50 000 рублей. 1 165 000. Вариатор 1.8. Спорный такой автомобиль, не знаю. Ну, для семьи, в принципе, да. Кто-то купит. Кто не хочет с гибридом вошкаться, купит. А так, в принципе, тачка тоже для своего клиента, так сказать. Кто не хочет сильно с гибридом возиться, но что-то хочет подобное Альфе, вот тот и купит себе такой автомобиль. В принципе, Виши давно катаются. В Якутске они зарекомендовали себя очень сильно. Надежная машина, в принципе. Единственное, что вальвоматик на них бывает. Вот так, такие дела. Ну вот как-то так, в общем, такой вот автомобиль Fit Shuttle. Хороший, в принципе, очень надежный автомобиль. Если хотите гибрида и денег не так много, вот берите шаттл, париться не будете. У них единственный косяк, кулера слабые. Кулера, в принципе, очень часто ломаются. Ну, кулер там, цена вопроса. Один раз отремонтировал, забыл. Ну и чистить его надо постоянно тоже от пыли. Джимник 920 000. Тоже нормальная тачка. Для охотников, для рыбаков. Везде пролезет. Вообще. Такая машинка есть. Это у нас X-Trail. Что-то она вся порепанная. Краска у нее вообще. Ну не знаю, может своя вообще машина. Хотя нет, продается скорее всего. Вот обалденный автобус, между прочим. 2 199 000. Stepwagon. 18 год. Так, это у нас конкурент Ноху гибридом. 115 000 пробега. Конкурент
Ноху гибриду. Потом что еще? Воксик. Короче, это конкурент Тойоте. Он интереснее Тойоты. По меркам моим, именно по дизайну он красивее. Honda красивее сделан. Ну и как бы она тоже понадежнее, что ли. Если брать гибриды, на ней стоит литий. У меня села, короче. Буду писать на телефон. Может, тоже сядет сейчас. Но в принципе, как бы допишу этот блок. На этом степ-вагоне закончу сегодня. Там еще этажей много проходить, поэтому я все машины не смогу обзор сделать. А так, 2 миллиона 199 тысяч. Конкурент, я сказал еще раз, Toyota, он интереснее. Почему? Потому что на нем стоит литий-ионная батарейка, если это гибридная версия. Есть же не гибридные версии, а на обычном вариаторе. Там вообще ломаться, в принципе, нечему. Мотор сверхнадежный, коробка надежная. Если это гибрид, все тот же самый вариатор, тот же мотор, только добавилась батарейка и система ЕМА, то есть родная. То есть это уже машина до более дорогого класса, и сделана, выполнена она более качественно. Вот кто хочет себе микроавтобус, берите степа. Красавец, и вообще, наверное, будет получше, чем Toyota, потому что он по оснащению чем-то даже круче. У него задняя дверь очень интересная, она открывается у него и вот так вверх, по-моему, было такое. И она у него отдельно створками открывается на спаде. Очень классная фишка, между прочим. Не знаю, почему все Toyota берут. Вот степчик. Ну, Toyota чуть подешевле, наверное, все-таки будет. Можно такого же года машину взять за 1 800 000. А степы они уже за 2 миллиона заходят, конечно. Но он молодежнее, он симпатичнее, он интереснее. Вот. Нивы пошли. Ну и в принципе все, наверное. Я на сегодня блог заканчиваю. Это последняя парковка. А вот, кстати, очень интересный автомобиль среди Mitsubishi. Пока что для меня автомобиль неизведанный, ничего про него сказать не могу. Болельщики пока особо не знаю. У него очень крутая технология плагин, гибрид, EV. В чем разница, что он очень долгоиграюще ездит на батарее, он очень много экономит бензина, и он очень большое расстояние может проехать чисто на электротяге. Он, короче, уже может работать и как и гибрид, и как электричка. Вот так у него завязано. У него стоят электромотора, у него типа как технология что-то связанное как типа с e-Power. Вот, как у Nissan e-Power. Мотор только поддерживает, дает энергию, заряжает всегда батарейку, но машина всегда едет на электротяге. Вот. В принципе, моторчик всегда просто поддерживает электроэнергию. Тачка динамичная, так как это полная электричка. Очень крутая. И еще у него есть система заряда, можно его в гараже заряжать от обычного зарядника. Ну, то есть в комплекте идет зарядник, от которого можно заряжать. Машины очень недооцененные, ну и у него еще очень интересная своя коробка передач с раздаткой. По-моему, она умеет отключать, подключать передок, то есть у него умный привод. Можно играться колесами как хочешь. Но это тоже не точно, я еще почитаю об нем. Машина прикольная. Кожаный салон у него. По своему оснащению внутрянки он интересней Toyota будет. Тоже, кстати, 1 549 000 стоит. 13 год, 350 пробег, уже большой, конечно. Представьте, накатали такой пробег на этом автомобиле. Это что говорит, что машина в принципе надежная. Но ремонтировать не каждый возьмется. Вот. Так что вот такие дела.